Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с началом новой недели, надеюсь, оно было хорошим. И пока вы настраиваетесь на трудовые будни, предлагаю бросить ретроспективный взгляд за спину. Что там у нас осталось за плечами после 7 предыдущих дней? Вы смотрите «Сумму событий», авторский обзор всего интересного за минувшую неделю от Виталия Обидина. Наконец-то дождались. С понедельника власти Якутии и руководство партии «Единая Россия», кто не в курсе, это сегодня практически одно и то же, принялись подводить итоги праймериз и хвастаться дистанционной явкой на предварительное голосование. Число избирателей, принявших участие в праймериз по Якутии, одно из самых высоких в стране. Последнее искренне выдается за невероятную поддержку населения. Чтобы подчеркнуть это, привлечены всевозможные эксперты, правда, знающие про нашу республику только то, что выдаст Google или Яндекс, если ввести в строку поиска словосочетание «Республика Саха-Якутия. Новости». Вот вам выжимка из таких экспертов, можно сказать, экстракт. Люди активно участвуют в предварительном голосовании, когда довольны тем, что делает власть. Слово «должен» в республике — это не пустой звук. Люди там чувствуют, что должны прийти на праймериз. Чем выше явка, тем честнее выборы. Руководство партии не заинтересовано в накрутках. Вау, полегче. Хотите, я свою версию выскажу? Высказываю. В праймериз приняло участие примерно 90 тысяч якутян. Солидно. Но за счет чего это было достигнуто? Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала надо разобраться с другим, который звучит так. На кого всегда делается упор при организации выборов? Секрета здесь нет. Это первое — педагогический состав, то есть работники образования. Второе — это медики, работники здравоохранения. И третье, собственно, клерки, работающие на власть, муниципальные и государственные. В двух первых сферах есть немножечко частного бизнеса, но доля его крайне незначительна. Почти все там бюджетники. И вот пример. Наши доблестные педагоги, для того, чтобы Якутия могла похвастать большим количеством участников праймериз, даже студенток позагоняла в качестве кандидатов. Помните? Из педагогов, работников школ, вузов формируется основной костяк участковых избирательных комиссий. Что касается медиков, то их участие в выборах вообще всегда обязательный элемент. Иногда складывается впечатление, что отдельные личности идут в медицину, чтобы сделать политическую карьеру. Например, в городе Якутске нет своего управления здравоохранения, потому что нет своего здравоохранения вообще. Вся эта сфера была еще в 2011-2012 годах изъята у муниципалитетов и переведена на уровень республики. Но при этом в городской думе Якутска в нынешнем созыве сразу 3 депутата являлись руководителями учреждений здравоохранения. То есть они избирались от сферы, представлять интересы которой на уровне города особо и не могли. Просто вспомните, кто самые медийно нашумевшие участники минувших праймериз по городу Якутску. Медики. Иван Луцкан, главврач офтальмологической больницы, Алевтина Эверстова, главврач поликлиники номер 1, Светлана Давыдова, главврач Якутской республиканской больницы номер 3. Некогда лечить, надо баллотироваться. Хотя, может, наложение депутатского мандата на избирателей оказывает какое-то целебное воздействие. Не знаю, не уверен. Доктор едет по снежную равнину, порошок целебный людям он везет. Теперь смотрим по цифрам. Вот конкретные данные из доклада Сахастата «Численность и заработная плата работников организации в Республике Саха-Якутия». Он, правда, за 2022 год, но едва ли цифры успели поменяться больше, чем на какую-то незначительную долю процента. Смотрим численность работников 3 интересующих нас сфер. Численность работников образовательных учреждений Якутии 60 656 человек. Численность работников здравоохранения 38 580 человек. Вот уже больше 90 тысяч, о которых победно трубят власти. Но добавим еще и клерков. Это еще 33 306 занятых в сфере государственного управления и социального обеспечения человек. Итого 132 500 зависимых от власти людей, которых чиновники считают своим подневольным электоратом. Это и есть опора власти во всех смыслах. Ядро. В первую очередь, благодаря этим 132 500 достигаются результаты и показатели на выборах. Правда, иногда эти люди могут и скрутить фигу в кармане, как это было в 2018 году на выборах мэра, но это уже другая история. Надо признаться, в этом году власти Якутии провели солидную работу по мобилизации данного ресурса. Конечно, нельзя отрицать, что какая-то часть населения приняла участие в праймериз осознанно, по личному почину, но в целом ларчик секрета массовой явки просто открывается. А уж на какие ухищрения шли наши чиновники, чтобы показать Москве результат, и говорить неловко. Они даже отопительный сезон продлевали ради праймериз. Просто посмотрите на протокол заседания правительственной, подчеркиваю, правительственной комиссии по оперативному руководству, подготовка объектов ЖКХ и ТЭК республики к отопительному сезону. Во исполнении поручения главы Республики Саха-Якутия А.С. Николаева от 2 мая 2023 года номер 11/2023 и решения КЧС и ОПБ РСЯ от 10 мая 2023 года о принятии оперативных мер по безопасному пропуску весеннего половодья на территории РСЯ в целях обеспечения благоприятных условий для проведения предварительного голосования, в скобках праймериз, по кандидатурам народных депутатов 7-го созыва и для просушки жилых домов и социальных объектов, населенных пунктов, пострадавших от паводковых вод, комиссия решила
Рекомендовать теплоснабжающим организациям РСЯ продлить отопительный сезон 2022-2023 года до 31 мая 2023 года. В протоколе правительственной комиссии не указано, что это праймерис Единой России, но в Минюсте РФ зарегистрировано порядка 30 политических партий. Единственное, кто проводит праймерис – Единая Россия. У других просто нет столько средств и людей. 31 мая 2023 года – это последний день голосования на праймерис Единой России в Якутии. Никакого административного ресурса. Кстати, про просушку и безопасный пропуск весеннего половодья. Праймерис прошел, а вот вода нет. И 1 июня весенние воды заглянули в поселок Соскылах, защитить который, увы, не удалось. И теперь там вот так. Море, море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных. Ждем, что скажет правительственная комиссия, если, конечно, она не слишком сильно занята решением проблем отдельной политической партии, которая по факту и де юре является просто одной из многочисленных НКО, действующих на территории страны. Но в целом мы с вами, конечно же, поняли, что высокая явка на праймерис была исключительно результатом массового пробуждения народного сознания и никаким административным кнутом не подстегивалась. Ну, пожалуйста. Но нет. Другое важное событие недели – это встреча Айсена Николаева с президентом России Владимиром Путиным. Ожиданием этой встречи части республики и особенно сам Айсен Сергеевич жили последние полгода, ведь результатом ее должно было стать благословение на второй срок. О своем желании участвовать в выборах главы Якутии в сентябре 2023 года Айсен Николаев заявил еще в декабре года прошлого, но с оговоркой, если одобрит население и если будет доверие президента. С организацией одобрения у населения никогда у власти проблем не было. Вспоминаем про те же 132,5 тысячи бюджетников, живущих с этой самой властью в трогательной созависимости. Собственно, публичные просьбы о выдвижении Айсена Николаева на второй срок звучат последние 6 месяцев. Ну, вот, например, последняя. А как бы вам хотелось? Должен сказать, что просят главу совершенно бессовестно, зная, что без одобрения Владимира Владимировича положительного ответа он дать не может. Хотел бы, но не может. Не он принимает решение. Но теперь встреча состоялась и одобрение получено. Правда, его упоминания нельзя найти ни в протокольном видео, ни в стенограмме встречи, опубликованных на сайте президента России. О том, что Владимир Владимирович разрешил главе Якутии выдвигаться на второй срок, нам с вами было доведено задним числом устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Последний заявил ТАСС, цитирую: «Владимир Путин поддержал новое выдвижение Айсена Николаева на пост главы Якутии. Действительно поддержал и пожелал успехов». Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору, думаю, что он там рассказывает, кто ему это поручил. Ой, ну ладно. В этот раз точно не несет. После Пескова и сам Айсен Николаев подтвердил, что за пределами протокольной съемки благословение случилось. Есть версия, по которой причиной такого рассинхрона стал тот факт, что встречу записывали заранее, и вопрос про второй срок в тот момент просто не был согласован. Такие видео без привязки к дате, выпускаемые задним числом, называют в профессиональной среде консервами. Их записывают заранее, хранят и потом используют по случаю. Но интересно не это. Все так увлеклись вопросом благословения Путина, что содержание самой встречи оказалось вообще мало кому интересно. Отмечается лишь, что Владимир Владимирович интересовался, как там Якутия, и остался очень доволен результатами работы Айсена Сергеевича. Молодец! Если внимательно разобрать стенограмму, то получится очень забавная история. Во-первых, из заявления Айсена Николаева следует, что все хорошее, что сделано в Якутии, достигнуто нами не самостоятельно, а либо благодаря лично Путину, либо при поддержке федерального правительства. Спрашивается, зачем нам тогда посредник в лице республиканской власти? Всю протокольную встречу Айсен Сергеевич усиленно благодарит Владимира Владимировича. Ведь даже естественный прирост населения – это не потому, что якутяне регулярно снимали штаны и отправлялись в спальню, а благодаря... Особенно радует, у вас выше, чем в среднем по стране, и вообще в целом хорошие показатели естественного прироста населения и роста численности постоянного населения. Это, конечно, совокупный показатель того, что делается в республике. Как вам это удается? Владимир Владимирович, большое спасибо. Я считаю, что это результат той политики, которую вы проводите по поддержке Дальнего Востока. Мы сегодня 7-е место по стране занимаем по рождаемости, 1-е на Дальнем Востоке. Все дети благодаря Путину. И так всю встречу. В общем, я настолько вдохновился разговором Айсена Сергеевича и Владимира Владимировича, что планирую сделать отдельный выпуск-разбор этой встречи. Небольшой, минут на 7-10, но должно получиться интересно. Следите за анонсами. А мы идем дальше. Известие о том, что Айсен Николаев получил вожделенное благословение от Владимира Владимировича, вызвало такой подъем у жителей Якутии, что они выбежали из домов и начали синхронно танцевать Асонхай. Ох, нет, извините. Асонхай бы случился, если бы воодушевились люди, в смысле население, народ.
А тут воодушевление случилось только у части народа, той, которая, такое ощущение, со вторым сроком Арсена Николаева связывает свое благополучие, свои карьерные перспективы и свою возможность и дальше вести крутой образ жизни. Что и было немедленно и очень глупо продемонстрировано пробегом по городу кортежа роскошных машин, возглавляемых двумя американскими хаммерами, увешанными синими флагами молодой гвардии Единой России. Упс, последнее фото было лишнее. В Вашингтоне Айсену нашему Сергеевичу пока селфи не делать. Он же, как истинный патриот России, теперь под санкциями и невыездной. Поэтому данное фото мы удаляем. А чиновники Агиппа удаляли фото хаммеров, осознав, что такая форма поддержки выглядит не только нелепо и раздражающе, но и, скажем так, не слишком патриотично. Все-таки это машины, ставшие символом американской военной мощи. Увы, эффект Стрейзанд никто не отменял. И удаление фото только еще больше разогнало новость о том, что они вообще были. Ничего не было. Ну тогда другое дело. Но что-то слишком много политики в сегодняшнем выпуске. Давайте последуем совету одного известного человека, который сказал мудрое: политику в сторону, все для людей. Сам он, правда, собственному слогану не последовал и, став мэром, в политику полез. На выборах в городскую думу Якутска в сентябре Евгений Григорьев, мэр Якутска, возглавит список кандидатов от Единой России по городу. При этом менять кресло мэра на мандат депутата он, безусловно, не собирается, просто поработает паровозом. Ну что ж такое, я опять про политику. Спасибо, Айсен Сергеевич, и в самом деле хватит. Хватит политики, вот давайте про людей. В смысле про то, что делается для людей. Есть в нашем городе замечательный фотограф Анастасия Груздева. Она более известна как девушка с замерзшими ресницами. Анастасия любит гулять, фотографировать и выкладывать фото со своими наблюдениями в социальные сети. Периодически в объектив наблюдательной дамы попадаются замечательные кадры, иллюстрирующие работу на благо людей. Вот, например, лоток ливневки, заботливо открытый водоканалом для всех желающих узнать тайны недр Якутии. Фото не монтаж, на нем сам автор. А вот фото газона, где люди в жилетах заботливо подметают щетками сухую землю. А вот мое любимое. Специально обученный человек красит белой краской бордюр у Дома правительства, где работают Арсен Николаев, Андрей Тарасенко и прочие отцы республики. Вот эта фотозарисовка из жизни, человек красит рассыпавшийся раздолбанный бордюр, который каждый день перешагивают люди, распоряжающиеся бюджетом в 257 миллиардов рублей, прекрасная иллюстрация состоянию нашей Якутии. С одной стороны, красивая показуха для тех, кто приезжает в регионы мельком и видит вокруг себя только IT-парки да креативные кластеры. А с другой, рассыпающаяся в труху реальность под тонким слоем свежей краски, прямо под носом у власти. Не важно быть, сумей прослыть. Не беда, не важно быть, сумей прослыть. И тогда повсюду ждет тебя почет, а забот никаких и никогда. А мы движемся дальше. Раз уж речь зашла о видах улиц, внимание, вопрос. Кто в Якутии отвечает за уличную красоту? Правильный ответ – главный архитектор. Причем главный архитектор не отдельно взятого города, но всей республики. Соответствующая должность и соответствующее ведомство Управления архитектуры Республики Саха-Якутия были созданы в 2018 году персонально под Ирину Алексееву, бывшего главного архитектора города Якутска. Последняя была задержана в декабре прошлого года в связи с возбуждением уголовного дела о распиле средств при строительстве общественных пространств в Покровске. Госпожа Алексеева подписала акты о выполнении работ на 18 миллионов рублей, которые по факту выполнены не были. Почему я вспомнил об этом сейчас? Потому что долгое время казалось, что кресло дождется хозяйку. Уголовное дело развалится, Ирину Алексееву оправдают, и она, как человек из ближнего круга главы, вернется к исполнению своих обязанностей. Но нет. No, God! No, God, please, no! 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 На прошлой неделе подписан указ о назначении нового руководителя управления архитектуры Якутии. Им стала Любовь Попок. Надеюсь, правильно произнес фамилию. Ранее работавшая главным архитектором Ленского района. Назначение нового главного архитектора всей республики означает, что Ирину Алексееву в команде главы списали. С ее увольнением, впрочем, вообще непонятная ситуация. В апреле Арсен Николаев подписал указ об освобождении Алексеевой от должности по собственной инициативе. Однако с этой инициативой явно было что-то не так, потому что спустя месяц Ирина Алексеева подала гражданский суд на руководство республики, пытаясь оспорить свое увольнение, которое якобы сама же инициировала. А потом сразу же этот иск отозвала. Кто-нибудь вообще понимает, что это странные взаимоисключающие действия? Это какое-то девочковое «ой, все»? Ой, все, ничего не говори, никого не зови, не хвастайся больше мной. Ой, все, ты мне больше не друг.
Назначение Любови Попок не единственное кадровое решение минувшей недели. В компании Якутскэнерго в отставку подал Алексей Стручков, не абы кто, но генеральный директор. «Я горжусь, что в жизни мне выпала честь более 3 лет возглавлять ведущую энергетическую компанию Якутии», заявил господин Стручков, комментируя свою отставку. К сожалению, разделить вот это чувство гордости с теперь уже бывшим директором Якутскэнерго могут далеко не все якутяне. Минувшая зима оказалась богата на аварийные ситуации, отключение электроэнергии не только отдельных населенных пунктов, но и целых районов. Профессионалы и специалисты, безусловно, могут привести массу причин, по которым это случалось. Но как вам, например, версия прокурора Чурапчинского УЛУСа? Следующее, да, соответственно, не только граждане, но и мы тоже очень резко относимся по вопросам ЖКХ, это в том числе и по отключениям электроэнергии. Да. Мы анализировали эту ситуацию. В первую очередь это связано с ненадлежащим проведением ремонтных работ ресурсоснабжающими организациями. К примеру, у нас Якутскэнерго текущий капитальный ремонт за 22 год, они провели работу только за 21, то есть работу, которую они планировали в прошлом году, они не выполнили до сих пор. Акцентирую, прокурор прямым текстом говорит, весь 2022 год плановый ремонт не осуществляли, потянули только хвосты, то есть выполнили ремонтные работы за 2021 год. Более того, сразу после отставки Алексея Стручкова Ленское управление Ростехнадзора объявило, что выявило 958, почти 1000 нарушений обязательных требований в деятельности ПАО «Якутскэнерго». От незначительных, связанных с неправильным оформлением документов, до серьезных, например, отсутствие реакции на опасно накренившиеся опоры ЛЭП. Если честно, тут поневоле задумаешься, а может быть не ушел, а сбежал? Друзья, я от вас не сбегаю, но 5-й выпуск нашей передачи подошел к концу. Мы начинаем готовить следующий, а вы можете поддержать нашу работу, рассылая ссылку на сумму событий друзьям и знакомым, оставляя комментарии и подписываясь на канал. По мере роста аудитории мы будем думать об увеличении числа выпусков или о дополнительных сюжетах. Если все сложится удачно, то, возможно, на следующей неделе выйдут сразу 2 ролика. 6-й выпуск «Суммы событий» и обещанный разбор встречи Владимира Владимировича и Александра Сергеевича. Все будет во! Пока!